21 февраля мир ежегодно отмечает Международный день родного языка, учрежденный ЮНЕСКО в 1999 году. Но сама дата связана с трагедией, которая произошла еще за полвека до этого. В 1948 году правительство Доминиона Пакистан официально лишило язык бенгали, на котором говорило большинство населения Восточного Пакистана, теперь страна называется Бангладеш, официального статуса. А в качестве единого государственного власти пытались навязать язык урду, но это вызвало массовые протесты среди говорящего на бенгальском большинства населения. Столкнувшись с растущим межконфессиональным напряжением и массовым недовольством, новым законом правительство запретило публичные собрания и митинги. Однако 21 февраля 1952 года студенты университета столичного города Дакка, другие политические активисты и интеллектуалы бросили вызов этому закону и организовали массовые акции протеста. Полиция открыла огонь по протестующим, в результате чего многие погибли. Однако в итоге центральное правительство все-таки уступило и в 1956 году предоставило официальный статус бенгальскому языку. Сегодня мероприятия, направленные на сохранение и развитие родных языков, для кого-то не так актуальны, поскольку придавать праздничное значение тому, что привычно, естественно, что есть само собой разумеющимся в обиходе в тех же Литве, Польше, Новой Украине, особенно ни к чему. В Беларуси же это очевидное позерство. Центральные государственные каналы не выдержали и дня. Вещали на мове только в первой половине минувшей пятницы. Працаваць зімовая сессия парламентской ассамблеи Организации по бяспецы и супрацоўніцтве в Европе. Энергетычная бяспека краіны под контролем. Электраспажыванне мае устойлівы рост, а галіна прамысловасці забяспечвае патрэбы насельніцтва ў неабходных ресурсах. На конкретным паспяховым прыкладзе па задумцы дэталёва разбіраюць важнейшие этапы жывёлагадоўлі – зімоўку, заготовку кормов. Такое на телеканалах вроде бы независимого суверенного государства происходит раз в год. Точно так же, как в эфирах поздравляют, например, с 8 марта или с Новым годом. Это просто как привычная традиция, без особого важного значения. Каждый год, 31 декабря, мы с друзьями ходим в баню. Мы моемся в бане. Ничего удивительного для страны, где национальные исторические символы, а не государственные, в чем огромная разница, приравниваются к экстремизму, а продвижение национальной мовы или матшиной мовы оценивается как стремление к революции и беспорядкам. Единственная постсоветская страна, единственная, где русский язык государственный. Один из государственных. Не язык регионального общения, не там второй какой-то там еще. Государственный. У нас русскую литературу, русский язык изучают в школах наравне с белорусской матшиной мовой. И у нас нет языкового вопроса. Его просто нет. Мы прекрасно знаем, что как разваливается страна на языковом вопросе, на религиозном, на национальном. Все. У нас абсолютно по этому поводу консенсус. Большинство белорусов разговаривают на русском языке, видят сны на русском языке, поют на русском языке. А лишь родной мовой по всем пытаниям называют белорусскую. И это так само добро. И вы приедете до нас, до Беларуси, вы везде услышите, увидите русский язык, а лишь при этом сможете послухать белорусскую мову. Ну вот сейчас проходил такой мощный государственный концерт на Минской арене, и там и на русском, и на белорусском были песни. И мы всегда... Батька выступал, начал выступление на белорусской мове, а дальше у него принципиально, он называет это наш русский язык, наш русский язык. Даже фраза такая звучала, значит, кто хочет потерять сердце, потеряет белорусскую мову, кто хочет потерять ум, разум, тот потеряет русский язык. Что вы хотите потерять? Мы ничего не хотим терять. И у нас абсолютно снят языковой, национальный, религиозный вопрос. Его в повестке дня нет. Все хорошо. Нужен учитель физкультуры. А вы по-белорусски разговариваете, потому что принцип? Или учились в этой школе белорусскоязычной? Ну, я заўсёды размаўляла по-беларуску. А трэба будзе говорить по-расійску? Ну, с родителями и с детьми. У нас русскоязычная школа. Разговариваем мы все на русском языке. Когда идет урок белорусской мовы и литературы, понятно, что белорусская мова. Ну вот смотрите, вы придете к директору, начнете размовлять на белорусской мове, все, сразу же, ну, как бы, идет. Почему? А чему? Мы живем у Беларуси. Чему это так дивно, что человек размовляет на белорусском? Нет, это совсем не дивно. Ну, если бы вы были наставник белорусской мовы, это понятно.
Да уж, национальный язык, который зовется тут родной, альбо матчиной мовою, основательно перешел из профессионального, говоря изречением из области спорта, в разряд любителей. Аматары роднай мовы завіталі на днях у дзіцячы цэнтр культуры Расток. Падчас фальклорнай сустрэчы сумаваць не давялося нікому. Янка Запытанка разам з янінкай беларускай дзяўчынкай, ролі якіх цудоўна выканалі выхаванцы тэатральнай студыі Арлікіна, заклікалі ўсіх не ляніцца, а вучыцца, паважаць і не забываць роднае слова. Свята аздобілі сонечная зарадка, флешмоб па-беларуску, разнастайныя спаборніцтвы. Мерапрыемства атрымалася жывым і цікавым, а яго ўдзельнікі пашырылі свае веды аб народных традыцыях і звычаях. Хватит, 30 секунд видюшка, как говорят телевизионщики, и достаточно. Вот в Витебском государственном университете имени Петра Машерова устроили, так устроили. Я, конечно, с пониманием отношусь к слову «интернационализм», но уж хоть не в день родной мовы. Мало того, что написали плакат по-русски 21 февраля, Международный день родного языка, так еще выдали и зажигательную русскую калинку, которую белорусы спели и станцевали вместе с китайцами. Форменный капец, как я называю, да, это не суд, а судилище, потому что правомоцнасці тут абсолютно ніякай нема. Тут суддзя пярэчыць реально усім справам, якія былі пададзеныя, усім хадайніцтвам, якія былі зроблены адвакатам, ён прыдумляе з галавы, то в прынцыпе ён падпадае пад крымінальны кодекс усе ягоныя дзеянні. І я абавязкова зраблю так, каб пэўным часам ён апынуўся. Потому что я спадзяюся, гэта не мае тэрміну дзеяння, да, такие вот парушения. Конечно, есть среди всего этого мракобесия и настоящие сапраўдныя белорусы. Многие из них в тюрьме, где, размаўляючы на белорусской мове, привлекают особое внимание низших слоев белорусского общества, практически убитых морально и духовно, тюремных вертухаев-надзирателей и их начальников. Жена Дениса Ивашина регулярно пишет о том, как нелюди-каратели используют всю власть своих полоумных достижений, регулярно наказывая мужа только за то, что он размаўляе по-белоруску. А мама еще одного истинного белоруса, уже знаменитого политзаключенного, как бы это дико ни звучало, Павла Северинца, зачитала верш, які сын написал у застенках лукашэнкаўскага цемрашальства. Ён незвычайны. Сённяшні дзень – гэта дзень роднай мовы. Я вам хочу нагадаць верш майго сына «Беларуская мова любові», які ён напісаў за кратамі. Беларуская мова любові ненавідзець не ў нашай крыві, бо сказана ў нашай мове пачынаецца всё з любві. Беларуская мова любові толькі сэрцам магчыма пачуць, тут крыніцы бруяць у размове, і над кветкамі пчолы гудуць. Беларуская мова любові. І каб бліжні без клопату жыў, мы і родным у шчасце адмовім, і сябе аддадзім на крыжы. Беларуская мова любові. Гэтыя мовы ў нас не адняць. Мы і храмы, і замкі адновім, каб маліцца, спяваць і кахаць. Беларуская мова любові. І калі ты яе збярог, нават в адзінюткім слове, тебе вусны цалуе Бог. Беларуская мова любові. Хрысціянаў з усіх краёў у самім Хрысце як аснове. Беларусь яднае наноў. Адгукнецца ў Мінску і Шклове. Не хлусі, не крадзі, не забі. Беларуская мова любові. Калі ты беларус, люби. Конечно, такая поэзия пока не звучит на государственных телеканалах, но уже хорошо, что хоть раз в год там тоже вспоминают, откуда мы родом. Нават тыя, хто не карыстаецца беларускай мовай у жыцці, але паважае сваю спадчыну, сёння пісалі дыктоўку і практыкавалі веды ў размовах з роднымі і калегамі. Але ёсць і тыя, хто не толькі адзін дзень на год, а ўсё жыццё размаўляюць па-беларуску. Ангеліна Дзікун, роднае слова.
Тут родную мову вывучаюць з маленства. У гэтым дзіцячым садку уже больш за 20 гадоў размаўляюць толькі па-беларуску. Прычым мову ведаюць і дзеці, і іх бацькі. Выхаванцы, іх бацькі з'яўляюцца білінгвамі. Стараемся долучаць і выхаванцаў, і іх законных прадстаўнікоў да беларускай мовы. Кожны дзень маленькімі крокамі на вершах і казках тут выхоўваюць беларусаў, якія ганарацца сваёй мовай і з асалодай гэта дэманструюць. Я дзяўчынка беларуска з васильковымі вачыма, хоць малая, але знаю Беларусь моя радзіма. Мой край завецца Беларусю, а сам я хлопчык беларус. У жыцці такіх улюблёных умову сёння сустрэнеш рэдка. Дзве дзяржаўныя мовы зрабілі сваю справу. Белорусов жалеет украинский бизнесмен и видеоблогер Александр Рыков, известный под ником Балаганов. Русский режиссер, сценарист, писатель Александр Невзоров, но только не сами себя, белорусы внутри страны. Александр Невзоров нашел очень точное определение сегодняшнего состояния Беларуси как страны и белорусов как нации, назвав все это в теперешнем виде ни на что не способным овощем. Дебилизация населения – это процесс, скажем так, незатейливый, но длительный и кропотливый. Необходимы смысловые подкопы, запугивания, победобесие, необходима монопольная церковь, нужно установить контроль за интернетом, удушить всю прессу. Это невозможно сделать в течение 2-3 месяцев. Вот сделать такой, понятно, да, о чем мечтает Путин, но о какой стране? Но сделать полноценный, стабильный овощ из своей страны удалось пока только Лукашенко. Но у него страна, во-первых, с гулькин нос. Да, теперь Беларусь действительно территория без воли, без цели, без перспектив, надежд, развития и свободы. Но это полбеды. Самое неприятное, что удобряется этот овощ из кремлевского чемоданчика и пропах уже этот овощ им настолько, что у всех соседей Беларуси слезятся глаза, когда ветер дует со стороны Минска. И без волшебного кремлевского удобрения, без волшебного чемоданчика страна-овощ, конечно, не протянет и года. Даже в России овощевление людей не является свершившимся окончательно. Несмотря на квадриллионы долларов пропаганды, на 6 миллионов карателей, на страх, подлость, предательство и низость феноменальную элит, нет. Тем не менее, мы видим, что все равно некое сопротивление живо. Все, обнимаю вас. Слава Украине! Живи, бедная, несчастная, прелестная и восхитительная Беларусь, превращенная в овощ.